Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов-112», в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем, как на проспекте Победы одна иномарка протаранила другую. Впереди препятствие было у него. Он оттормаживался, а я не успел. Водитель не рассчитал скорость потока. Расскажем о старте судебного процесса в отношении пожилого мужчины, обвиняемого в хранении оружия, стрельбе по полицейским, захвате заложников и краже. Кто задержан, можешь сказать? Не знаю, вообще зачем. Пытаясь скрыться, совершал все новые преступления. И в отношении руководителей гостиницы и охранного предприятия возбуждено уголовное дело за оказание опасных услуг. В отеле мужчина ходил по этажам и насиловал постояльцев. Это и не только. Прямо сейчас. Попал в аварию во время перестроения. На проспекте Победы столкнулись Рено Сандеро и Шевроле Лачетти. Если у французской иномарки повреждения оказались минимальны, то у Лачетти была смята едва ли не вся передняя часть. Как так произошло, выясняла Динара Камалова. Все произошло в вечерний час пик, когда движение на этом участке было весьма плотным. Поток автомобилей стал сбавлять скорость задолго до светофора. Водитель Рено Сандеро также стал притормаживать. Но, нажимая на педаль, не знал, чем для него это обернется. Здесь поток когда был, то есть все начали притормаживать, соответственно, я тоже притормозил. И получил удар в зад. В момент как раз перестраивался. Ну да, он, получается, перестраивался и мне в заднюю часть въехал. Во время торможения французскую иномарку ударил «Шевроле». Версия у водителя была та же, перестраивался из одного ряда в другой и не успел среагировать на внезапное торможение автомобиля «Рено». Я ехал по правому, по третьей полосе, перестраивался на четвертую. В этот момент он тормознул. Впереди препятствие было у него. Он оттормаживался, а я не успел. В угол, вот же, видно. Учитывая, что водитель не отрицал своего маневра, искать виноватого в происшествии не пришлось. С высокой вероятностью мужчине придется восстанавливать собственный автомобиль за свой счет. Динара Камалова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов-112. 62-летний, как потом выяснилось, нетрезвый водитель автомобиля Subaru Forester на проспекте Универсиады врезался в строительный вагончик. Затем автомобиль откинуло на опору линии электропередач, после чего иномарка снесла забор и перевернулась. Его скорость, видимо, была очень большой, но, несмотря на повреждения самого автомобиля, водитель отделался довольно легко. Мужчина получил ушиб мягких тканей головы. Вот этот фургон лежит, перевернутый. Короче, возможно, даже наглухо. Вот тут он все пропахал, вон стоит. Субарик, по-моему. Не предоставил преимущества и попал в аварию. На пересечении проспекта Ямашева и улицы Адарадского столкнулись Део Некси и Лада Калина. Со слов участников столкновения, светофор на этом месте не работал. И в этом случае преимущество проезда определяется знаками. Водитель Некси, видимо, его проигнорировал и мгновенно поплатился. В правую сторону его автомобиля на перекрестке влетела Лада. От столкновения водительская и пассажирская дверь буквально выгнулись в сторону салона. Прибывшим на место сотрудникам автоинспекции осталось лишь оформить протокол. Погиб при пожаре в Сармановском районе в деревне Димитарлау. Накануне загорелся частный дом. Огнеборцев встретили соседи и рассказали, что в нем может находиться 61-летний мужчина. Кровля была целиком охвачена пламенем. В процессе тушения пожарные обнаружили тело хозяина дома. Предварительная версия возгорания — поджог. Со слов соседей, мужчина жил один, вел спокойный образ жизни, не увлекался спиртными напитками. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии причиной возгорания стал поджог. Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовал процесс в отношении Ильдара Кадырова. 59-летнего мужчину обвиняют в незаконном хранении оружия, нападении на полицейских, захвате заложников и в краже. Сначала его заподозрили в поджоге автомобиля, пришли задерживать, но он, как утверждает гособвинение, стал отстреливаться и в попытке скрыться был ранен. Захватил копающих картошку пенсионеров, украл велосипед и женскую одежду. В нее маскировался. Причем сам подсудимый в стрельбе по стражам порядка не признался. Алла Рыкова восстановила цепочку преступлений, в которых обвиняют мужчину. Кто задержан, можешь сказать? Не знаю, вообще зачем. За что конкретно задержали, не знает. На мужчину возбудили уголовные дела по ряду пунктов 4 статей Уголовного кодекса, включая незаконное хранение оружия и боеприпасов, кражу, похищение человека, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Попытка избежать ответственности влекла за собой очередное преступление. По версии следствия, началось все с поджога автомобиля на улице Сахарова. 59-летний Ильдар Кадыров быстро попал под подозрение. Полицейские установили, что он
он может быть на даче в Высокогорском районе. Мужчина был там, но дверь была закрыта снаружи на амбарный замок. Он передал им ключи через окно, а когда дверь открылась, стал стрелять по полицейским из 2 пистолетов. Тем не менее, полицейским удалось выйти с линии огня, после чего Кадыров выскочил из дома и побежал по дороге. При этом в ходе произошедшей перестрелки он получил 2 огнестрельных ранения ноги. Тем не менее, он смог уйти от преследования и на одном из участков увидел 2 пенсионеров, которые сажали картошку. Он заставил супругов сесть в их автомобиль и везти его в город Казань. Но до Казани они так и не доехали. Мужчина выпрыгнул из автомобиля на полном ходу. На другом садовом участке похитил велосипед и женскую одежду, в которую переоделся. Уйти от погони удалось, но ненадолго. Утром следующего дня Кадыров был задержан на территории садового общества «Кендери». На место происшествия прибыли сотрудники МВД Татарстана, Управления МВД России по городу Казани и отдела МВД России по Высокогорскому району. Весь периметр садового общества был оцеплен. В результате оперативно-розыскных мероприятий в 4 часа утра 8 мая разыскиваемый был задержан и обезврежен. При задержании противники изъяли у него 2 пистолета Макарова. Сегодня в Верховном суде Казани начался судебный процесс над мужчиной. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Сегодня заседание решили перенести. Подсудимый пожаловался на плохое самочувствие и попросил поменять адвоката. Нынешний его не устраивает. Алла Рыкова, Азат Самигуллин, вызов 112. Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в отношении должностных лиц гостиницы, где ночью мужчина изнасиловал женщину и домогался до малолетних девочек, а также частного охранного предприятия, которое обеспечивало безопасность постояльцев. Напомним, в ночь на 4 ноября в гостинице в Приволжском районе Казани 36-летний житель Отнинского района совершил действия сексуального характера в отношении 2 несовершеннолетних девочек, а также изнасиловал 37-летнюю женщину. Он просто вошел внутрь, ходил по коридорам и искал незапертые двери. Его передвижения были сняты камерами видеонаблюдения. После также беспрепятственно покинул здание и уехал домой в Отнинский район, где и был задержан. У подозреваемого в краже леса в Боровецком лесничестве следователи обнаружили еще и участок земли в 1 гектар стоимостью 10 миллионов рублей, который, предполагают, он также получил в собственность незаконно. Приватизировать он его смог после предоставления поддельных документов на несуществующее строение на этом участке. И на основании свидетельства исполком Тукаевского района предоставил ему эту землю в собственность. Чуть ранее он был заподозрен, что по такой же схеме вместе с юристом одной из коммерческих компаний под покровительством неустановленных высокопоставленных чиновников из Набережных Челнов совершил хищение участка Елабужского лесничества площадью почти 34 квадратных метра и стоимостью не менее 75 миллионов рублей. Следствие уверено, что изначальная аренда земельных участков была незаконна. В дальнейшем Халиуллина и Марданшин обратились в управление госрегистрации и зарегистрировали право собственности на якобы находящиеся там земельные участки. А после этого обратились в Тукаевский районный суд, который зарегистрировал право собственности уже непосредственно на земельные участки. Вину свою подозреваемые не признали и перестали являться на следственные действия. В результате оба были объявлены в федеральный розыск. Спустя несколько дней один из них был задержан. Задержали по подозрению в возбуждении ненависти либо вражды. 20-летний челнинец вместе со своей 17-летней подругой прогуливался по городу. Изрядно приняв на грудь, молодого парня подтянуло на приключения. У него при себе оказался баллончик с краской, а на пути оказалось здание Свято-Вознесенского собора. Находясь рядом с культовым учреждением, молодой человек разрисовал его стены надписями, которые, согласно результатам проведенного исследования, могут разжигать вражду по признаку религиозной принадлежности, а также принадлежность социальным группам. Теперь юноше может грозить реальный срок и приличный штраф. Вину свою он признал частично. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Теперь дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.